Доброе утро, страна. Начинается новый день. Утро. Пятница. 4 августа. Ночь была теплой. Никто не замерз. Ни я, ни Дима. Все было отлично, тепло. И вот такая у нас с утра картина красивая. Вот мы в таком сосновом лесу расположились. И с утра ни комара, ни мошки, вообще никого нет. Вообще красота. Такая еще утренняя немножко прохлада, но в этой палатке, дом 2, тепло было. Я даже вот... У меня 2 спальника, я вот в таком спальнике Nature Hike. Он вообще, если по температуре посмотреть, то у него комфорт от 15 градусов и экстрим -3 написано. Ну, думаю, в -3 слишком что-то завышено, а -3 вообще дубак в нем будет, нереально будет спать. Ну, так, нормально. Так, ладненько, пора вставать, одевать кроссы, идти чистить зубы, собирать палатку и выдвигаться. Время на часах уже 7 часов утра. Так, ну вот в таком красивом месте мы расположились. Велик. Я вот пристегнул его на всякий случай, мало ли что. Дима не стал пристегивать, но он без замка ездит. Димина палатка. Так, и вот тут мы сейчас будем макароны с тушенкой готовить. Утром надо поесть хорошо, потому что сегодня 100 километров нам предстоит ехать. Там, да, надо сейчас приготовить еды. Так. Так, ну вот макароны с тушенкой, как обычно, сварили. Все по походному. Сейчас покушаем, потом затушим костер. Все здесь весь мусор за собой берем, конечно, увезем в мусорные баки и закопаем вот это место, где кострище было, чтобы не видно было даже, что здесь жгли что-то. Че, Дима, как ночь прошла? Нормально. Спал. Не замерз? Нормально. Тепло. Тепло было? Ну как, прохладно, конечно. Че, как макароны тебе? Нормально? Вкусно. Так, ну все, мусор за собой убрали, все банки убрали, все, что тут лежало, мы вывезем. Костер затушили. И время сейчас сколько, Дима? Примерно 8:30 ровно. Да, 8:30, пора выдвигаться на трассу. Впереди 100 километров. Еланка нас ждет. Так, ну все, мы позавтракали. Сейчас палатка уже, наверное, подсохла, спальник подсох. Ну так, как бы, спальник-то был сухой, просто повесил так. Повисел немножко. И это тент вот высыхает, уже просох. Сейчас с Димой все собираем и будем выдвигаться на трассу. Ну что, друзья, мы снова на трассе. 8 часов 35 минут время. Так, ну и здесь у нас асфальт положили. Сейчас мне надо на сторону Димы. Оп! Весовой контроль. Камеры стоят. Так, ну вон впереди подъем виднеется в город Покровск. Километров 5, наверное, осталось 6.
подъеме с Димой почти, ну, к подножию подъехали. Но этот указатель такой, Булгуниктах, 38 километров. Ну, до него асфальт, а потом до Еланки 42 километра по гравийке, по грунтам. Вот подъем начинается. Утро хорошо начинается, да. Там, где подъем, обязательно будет спуск. И вот сейчас мы уже в Покровске, считай, Стеллу проехали. Вон сдалека видно Покровск, но там что-то дым такой, видать, пожары либо что. Ну, короче, в дыму там что-то все за самим Покровском. Ну и в Покровске есть дым. Потом снова подъем будет в гору перед Покровском. Ну, там на Покровске зашли в этот на заправку, там, в общем, воды купил полторашку одну. И ну, нам этого до Булгуниктаха должно хватить. Тут чисто ровный асфальт будет новый. Но солнце так немножко припекает, но не особо жарко, потому что у нас еще ветер обдувает встречный. Поэтому ехать вполне комфортно. Так, следующий населенный пункт это будет Максоголох. Но мы туда не будем заезжать, мимо проедем. И в Верхний Бестях тоже проедем. Сразу до Булгуниктаха хотим. И время 9 часов 52 минуты. Пройденное расстояние 24 километра от места лагеря. А так в совокупности где-то со вчерашним днем, если брать, ну, примерно 80 проехали уже точно. Вот, тут уже рулоны с сеном. Рулоны с сеном стоят. Уже собрали. Сенокос прошел. Кто-то на велике проехал. В сторону Покровска двигается. Так, Дима позади едет. Погода вообще сказка. Ну вот встречный ветер, правда, немножко нас подтормаживает. Средняя 22-23, где-то так. Был бы попутный ветер, 35-30 бы, наверное, гнали. Но имеем, что имеем, как говорится. Грех жаловаться, главное. Дождя нет, вот что самое главное. Доехали до Максоголоха. Вот тут налево будет Максоголох. А нам все дальше и дальше. Вот пока еще слева Бестях будет. Слева также паромная переправа. Какие-то путешественники, видимо. А нет, обычные рыбаки, видимо. Так, Бестях 4 километра показывает впереди. А это 93-й километр трассы у нас. А вот типа такого перевала небольшого. Здесь вот справа, видимо, карьер был, да, вот тут песок. Это 96-й километр. Вот, видите. В общем, красивый вид. Машины поднимаются. А вот спуск. Офигенный спуск. Тоже впереди очень красивые виды уже открываются с рекой Лена. Вот, посмотрите, какая красота впереди. И тоже спуск. Надо сказать, что куда мы едем, Еланка, там, в принципе, недалеко находятся Ленские столбы. Но это на том берегу, на однолодке там. А это Верхний Бестях нас встречает. Верхний Бестях. Здесь когда-то мой дедушка жил. И в Верхнем Бестяхе, и в Качекацах он жил. Потом родственники тоже тут жили, но сейчас все переехали уже, кто куда. Уже никого не осталось в Бестяхе.
Вот тут такие базы отдыха. Это база отдыха Булгунихтах. Государственная база отдыха. 110-й километр. А вон Стелла, Булгунихтах. Юрашка, Суслик дорогу перебежал. Все, мы почти в Булгунихтахе. Да, вот сейчас поворот налево и начинается деревня. Вот Стелла. Дима сзади. Булгунихтах, вот. Резкий поворот. А вот новый поворот. Катим по улице Булгунихтах. Булгунихтаха. Тут такие красивые виды открываются. Вон там слева песочный берег такой вообще длинный. Кажется, это Тукуланы. Гряда такая песочная. Походу это место, да. А может и не это. Так, лодочная станция. Здесь такие бараки тоже есть. Старинные, уже никто не живет. Вот. Остановка разбитая. Вообще кто-то ее снес почти что. Магазин закрытый. Так, а мы в тенечек отошли с Димой. В Булгунихтах вот граница здесь заканчивается. И вот гравийка начинается. Сразу подъем в гору. Видите, какая пыль столбом. Вот этим всем дышать будем. Ближайшие 42 километра. 42 километра показывает по карте до Еланки. Ну, дорога такая, как бы, хорошо, что не песочная. Твердая, то есть покрытие твердое. Глина с камнями, да, или как. Но если дождь пойдет, то капец тут, короче. Так, ну надеемся не будет. Ну и по прогнозу, вроде как бы завтра дождь будет. Но это в городе, здесь не должно быть. По температуре посмотрел. 31 градус. На солнце вообще, ну, печет. Сейчас еще такой, мы на грунтовке, и подъем такой затяжной. Аж жарко стало, поэтому мы вот так на левую сторону дороги свернули. Ну, машин мало, поэтому как бы мы контролируем. Но зато в тени едем. На солнце прямо жесть. Жарко, очень жарко. Ну и воды сегодня, наверное, расход больше будет по-любому, чем вчера. Так, а тут какое-то поселение небольшое. Ирехары называется. Чао вперед скакал. Так, ну у меня так, как бы средняя 15-17. Я боюсь, что это багажник ушатаю, если буду тут прям лететь по этим всем ямам, колдоебинам, по камням, по грунту поэтому, то там у меня багажник может крепление открутиться. Поэтому я скоро уже, ну, каждые полчаса, наверное, час буду проверять, как закручен багажник, все ли нормально, потому что у меня уже с этим багажником случай был один на такой дороге. Я болтик потерял, потом на одном креплении ехал. Коровы греются. А вот местность Тураннах называется. Вот лет 5 назад мы здесь с ребятами были на Еланке. Я еще это вам не рассказывал, но тогда нас было очень много. Такой массовый поход был с мастерником. И вот мы здесь, первая ночевка у нас была в этой местности. Тураннах. Там, ну тут неподалеку, в 200-300 метров в этом лесочке.
Манжигарский наслег, второй наслег. Но мы с Димой останавливались на 10 километров, как отъехали от Богуниктака. Я проверил там багажник, как у меня болты затянуты. Все нормально. Вот, ну, конечно, Дима говорит, вообще ему легко катиться, но на широких покрышках, на Найнере, конечно. У меня 35S, не такие широкие, но как слики. Нормально, но в плане того, что я больше ощущаю вот эти камни. Но если я разгонюсь, то может быть чревато тем, что у меня багажник отвалится. Поэтому у меня вот средняя где-то 12-15. Где дорога получше, могу 20 разогнаться. Но 30 километров осталось до Еланки. Поэтому доедем все равно сегодня. Сейчас уже час дня. 72 километра проехали. Где-то еще пару часов, наверное, максимум. Первый раз вижу так много коров в одном месте. Целое пастбище. Лежат, отдыхают. Обеденный перерыв 13:07. Трава травой, да? Или война войной для них. А трава по расписанию, обед. Вот и лежат, отдыхают. Ладно, мы дальше. Мы с Димкой остановились, горелку поставили. Ну, тут такую кашу с клубникой, да? Овсяную заварили, минутка, которая... Ну, и новое как-то начну, ну, стараюсь оперативно это сделать. Это в стриме Дунова идет. Как фоновый звук включил. О, легко. Вот здесь тенечки. А на солнце жарковато, блин. Поэтому мы сюда забрались в тень. Так, как дела? Побрызгались от машкары. Комаров нет, машкара. Вот и вода закипает. Это наш старый, видать. Кофе будем пить сейчас. Мы без обеда едем, поэтому вот остановились. Надо поесть, потому что сейчас Улаханан будет деревня. И получается, там после деревни будет спуск, потом подъем большой. Еще там парочка подъемов будет. И из-за этого надо нам поесть. Но ехать осталось километров 18. По компьютеру, если смотреть. Это так. Крышкой накрыли, чтобы тепло не уходило быстро. Сейчас пока поедим. Такое у нас все сладкое. Каша. Роллбери с клубникой, овсяная. 2 сникерса, печеньки, кофе. Такие все быстрые углеводы. Ну вот на горелке моя БРС, китайская БРС 3000 титановая. Вот так выручает, она ничего не весит, легкая. В плане компактности очень вообще для альпинистов там, ну, те, кто любит компактные вещи, там минимум веса. Горелка как раз для этого. 14:40 на часах. 84 километра почти проехали. Да, ну вот, пообедали, у нас такой поздний обед был, после 2. Вот так, сладкое там, овсяную кашу. Но чувствуется прямо, энергия приходит. Поэтому сейчас нам, ну, буквально километров 17-18 до Еланки осталось. И все уже, ну, как бы мы будем там. Но впереди, как я говорил, подъемы нас ждут. Поэтому силушки нам еще понадобятся. И если бы не поели, то все. То там бы у нас батарейка могла бы сесть. Либо у меня, либо у Димы. Но, скорее всего, у меня быстрее, чем у Димы. Ну и все. Караул. А до этого лучше никогда не доводить. Если вот в походе хотите покушать, да, там, то обязательно остановитесь, поешьте хоть что-нибудь. Почему? Потому что это как бы усталость, она так резко приходит. Если вы там не запитаетесь, не покушаете, не восполните калории потерянные, то может прийти кирдык, короче. Ну, тупо встанете. Бывает, даже люди
в обморок там, сознание теряют, падают. И такое я видел на своей практике в истории. Люди просто вырубались, падали. Поэтому ну, вот это вот важно, питание. Хотя бы те же сникерсы, там, печеньки, там, твиксы и так далее. Гели вот эти спортивные. Все надо с собой возить по чуть-чуть. И каждые 10 километров по чуть-чуть кушать. Регулярно надо. А вот трясучка продолжается. Трясет. Ну, видите, вот с краю нормально я еду вот тут. А вот по центру, если выйдешь, то все уже там ямки начинаются. Друзья, у нас тем временем 139 километр. И видите, асфальт пришел резко. Значит, мы подъезжаем к деревне Улаханан. О, нас приветствует Улаханан. Улаханан. Так, вот Стелла там тоже как бы отремонтировали. Раньше она не покрашенная была. Ну, это вот 5 лет назад, конечно, за это время уже все сделали. Блин, нам надо было, вот знали бы, здесь бы лучше остановились, отдохнуть. А мы где-то вот в километре отсюда буквально стояли, там машкару кормили с Димой. Ну, так и бывает обычно. Вот. До нормального места рукой подать, а мы обычно останавливаемся где-то у болота у какой-нибудь там, не знаю, где-то, ну, где там комаров, мошки дофига. В неудобных местах, короче, бывает такое. Ну и вот палатки тоже, когда ставишь обычно, лагерь разбиваешь, тоже бывает. А место едешь, ищешь, там 20-30 километров проехал, вообще нет. Ну и решил, и ставишь где-то, вот, допустим, палатку какой-то, ну, в дебрях каких-то, ну, в нехорошем месте таком. Неудобно, можно сказать. А потом на утро встаешь, там все собрался, поехал там, отъехал метров 500-200 километров. И вот оно близко, такой сосновый лес. Идеальное такое место для палатки, там, для лагеря. Вот так и происходит, как обычно все. Ну, это получается вот асфальт. Знакомый у меня Вова, коллега бывший, Вова Винокуров, он в Титары живет. И я его недавно спрашивал, говорю, как там по дорогам, он сказал, ну, асфальт только вот в Улаханане, и все, а дальше там опять гравийка начнется. Ну вот едем мы по улице Улаханана, ну то есть по дороге. И вот здесь вот тротуары такие положили, вообще классно, но то есть изменился, конечно, Улаханан в лучшую сторону в связи с тем, что дорогу здесь сделали и тротуары вот стало получше. Супер медитация, то есть, а мотоцикл, ну что ты, ну, вот, сидишь там, здесь ну, тоже корпусом, тоже силен. Магазин есть, шиномонтажка. Ну, короче, я могу. Вот. Ну такое, это как Туймада нефть там, заправка маленькая. Вот там магазинчики дальше будут. Да. Вот я уже тут в центре, можно сказать, Улаханана. Вот тоже здесь тротуар, а тротуары везде, кстати, вот по центральной дороге, ну, по центральной улице, даже вот эти вот. Вот. Вечером видать огни. Автобусная остановка, кстати, есть. Даже автобусы гоняют, кажется, с Покровска, наверное, или с Булгунихтаха. В общем, даже автобусы гоняют. И вид такой красивый, главное, вон реку видно, река Лена. Вообще красивая деревня, мне нравится. Так, а мы тем временем продолжаем наш путь. Вот спустились со спуска Улаханан. Ой, там скорость можно, наверное, 70-80 разогнаться. Но в конце такая уже гравийка начинается, можно тупо улететь там. Поэтому я на тормозах лично спустился. Так, где-то 47-48 гнал на тормозах. Ну и вот гравийный спуск тоже. Здесь такой Дима вон вперед. Немножко меня подождал там внизу. И сейчас поехал. Сейчас вниз. И потом, по-моему, налево либо направо такой резко подъем такой, тоже стена такая будет конкретная. Скоро уже этот подъем. Так, ну вот подъем тот самый такой сложный сегодняшний грунтовый.
почти половину проехал, половину пешком зашел. Но уже этот, как бы солнце печет, да и груженые. Как бы можно было заехать, но я потом силы бы потратил очень много. Да я чуть не стал этот фанатеть. Там Дима-то по-любому сам заехал. Дима монстр. Так, а вот здесь этот карьер такой. Хотел вам показать. Вот там трактор работает. Щебенку берут, видимо. Вот. Ну я что хотел сказать. Вот на подъеме-то я поднялся, потом спуск резко начался. Вообще классно. И ветер такой прохладный. Кайф получал, ехал. Сейчас все равно спуск продолжается. Сейчас вниз поеду. Ну и до Иланки где-то километров 9 осталось. Тут еще забыл там снять. В Лохан-Юрях речка такая с мостом. Проехали. Ну, вот подъем начинается. Вот. Стена так называемая. Вон Дима уже наверху там. Фу, жара неимоверная. Подъем снова был грунтовый. Но я его пешком зашел. Ну нафиг. Закипеть можно, там солнечный удар поймать. Ну вот сейчас такое более-менее выполаживание пошло. Я уже сел. Ну и там на скорости у меня впереди одна звезда на 42 и кассета большая. Я вот, ну, на большой звезде там. Это 38-я, 36-я где-то кручу. Вот, ну я даже этот флягу достал и себе туда за шиворот налил, короче, воды. И вот ноги себе пролил водой. Я так иногда делаю в жару, чтобы температуру сбивать, а то градус-то вообще офигенный. Все горит прямо, чувствуется прямо. Аж все горит. Каска-то у меня еще тоже, блин, под погоду я взял, черную тоже. Хотя хрен его знает, но говорят, не влияет особо каска-то на цвет каски, но по мне лучше белую надо было все-таки одеть. Как бы черная она впитывает все это. Короче, не знаю. Голова немножко тоже уже тяжеленькая стала. Но еду. Вот средних 10-12. Чао улетел, конечно, уже Дима. Его не видно. Вон, нету его. Иногда реально вот как-то я ехал на юг. Собачки ходят. Мне это не показывал, но я не буду, короче, такие моменты показывать. Ну, не бродячие, лайки типа, да, вот. Одна наверх пошла. Меня увидели, бедные, испугались. Конечно, это непонятно, едет такой в яркой одежде. Хотя воду пил, там, вот. Иди сюда. Правда, мне угостить тебя нечем. Вот, я реально помогу, прям реально посидел, отдохнул. Пошел. Пусть гуляет. Впереди спуск. Так, ну вот. Наконец-то мы добрались до тебя, Иланка. Сейчас остановимся, поближе снимем. Фу. Вот так выглядит Стелла. И поворот туда налево, на Иланку. А я не рассказал, вот 5 лет назад мы пролетели этот поворот. То есть тут, типа гонку устроили. Ну как гонку, короче, в адреналин играл, все тут. Спуск начался, мы с ребятами топнули, у меня там цепь, короче, порвала. Потом Вова там ключицу сломал. Ну, короче, приключения нашли. И я вот, надо сказать, первый раз сюда приехал своим ходом. В прошлый раз я не считаю, это был провальный такой поход. А в этот раз я без проблем добрался. Так, вот так выглядит поближе Стелла Иланка. Ну, тут видите, Санаихтакса, Малаканская, Чуранская. Это, в общем, как из истории, если прочитать про Иланку, что это ямщицкий такой, ну, ямщики раньше были в старину. И вот ямщики, они почту там возили, посылки, все такое, ну, для людей там письма и так далее. И вот даже наверху там, видите, фотография такая черно-белая, ямщики. И вот Иланка была как бы вот ямщицким таким местностью, поселком, где жили ямщики, которые
возили вот эти посылки, письма, доставляли в город Якутск. Ну и в другие тоже районы. Я, друзья, еду и кайфую. Вот наконец-то ветерок какой-то. И в тени еду. Вот видите, тень. Тенек меня спасает от солнца. Но видите, у меня все, ну вот эти вот, они черные у меня. Там где-то или как там. Ну, вот защита для ног как раз тоже от солнца. Они стали белыми, потому что там соль. Надо вот к реке, когда подойду, все постирать надо, вот эти вещи. И сам тоже искупнусь. Потому что весь пропотел, все вот это. Ну и спать неудобно, когда кожа не дышит. Поэтому обязательно помыться надо будет. Но впереди ждет опасный спуск. Я там еще сниму его, наверное. Может, пешком пойду. Неохота как бы тормоза стирать, колодки. Я и спуски... и подъемы я тоже... Почему пешком поднимался некоторые? Ну там крутики такие. Тоже жалко цепь там растягивать. Пока это все новое. Тоже как-то, ну, бережно отношусь к этому. Ну и в прошлый раз-то я недорассказал. Мы когда доехали, то есть пролетели вот этот поворот на Иланку. У меня там же цепь лопнула. Потом ребята там, Вова помогал мне. Цепь там сделал на сингл спид. Я, получается, там... у меня там, кстати, и переклюк, короче, сломался, рассыпался, тупо рассыпался из-за тряски, из-за этой. Да я там, конечно, летел как угорелый, бешеный. Не надо было так, конечно, делать. Ну, молодо зелено, как говорится. Все приходит с опытом. Вот, ну и потом вот несчастье там. Вова вот перед спуском на Иланку там разогнался и ключицу сломал. В общем, и на следующий день там Саня Беляев Петрович тоже этот петух сломал. Потом тоже эвакуировался. Короче, приключения. О, а тут такая дорога пошла. Жесть, короче. Ох, как трясет-то, колбасит. Тут камни, булыжники такие, типа скальники или что. Оп-оп, надо немножко на тормоза нажать. Так, а тут мелочевку там, 5-рублевки там, 10 рублей поналожили. Так, а вот поселок Иланка так выглядит. Вот это, видимо, музей тут такой. Так, для чего сдается, написано, сдается. Короче, это сдается, оказывается, я думал, музей какой-то. Так, ну вот такие шикарные виды тут. Речка там, река. Я туда вниз. Наш Дима там уже, наверное, на базе. Короче, вон с той горки спустился пешком. И завтра туда же будем подниматься. Ну, сейчас место под палатку найдем. И там встанем. Так, ну вот турбаза Иланка. Здесь вот, ну, вода упала заметно. Туда вниз надо, пешком пойду. Спуск слишком опасный. Даже на тормозах опасно. Ну, пока тут к берегу вышли. Много отдыхающих. Ну, палатки, думаем, где-то здесь на берегу поставить. Доброе утро, страна. Вот, новый день начинается. Мы прямо на берегу. Здесь с Димой расположились вчера. Вчера там на купалку ходили. Вон, купались. Правда, мелкая. Вода упала почти до середины, можно дойти. По пояс будет. И сегодня, наверное, тоже искупнемся. И обратно надо двигать. Ну вот, немножко в тень отошли. Сейчас уже 11 час. Вот, собираем вещи. Скоро надо будет уже выезжать.
Еще раз покажу. Турбаза Иланка. Скоро еще пойду купаться к реке. Вот такой пляжик. Приятно вообще. Ну, в 6 утра проснулся. Вчера как-то даже этот контент вечером не стал снимать. В принципе, подумал. Не то, что пленку тратить, а как-то нечего было даже снимать, так как берег есть берег, понятно тут. Ну, у нас у меня, то есть, ни удочки, ни спиннинга, ни закидушек. А просто веллеры приехали отдыхать. Поэтому вечерний такой репортаж не был. А сейчас зато утром весело. Вот у нас такой вот с берега вид. Видите, как вода упала. Раньше здесь полностью вода была. Сейчас уже воды нету. Вот такое каменно-песочное. Но там я уже заныривал в 6 утра, так как в 5 где-то солнце начало печь палатки, а мы на открытой местности поставили с Димой. Там как бы ни деревьев, ничего нету, и от жары проснулись, просто офигели. И потом палатки переставили в другое место, где, ну, за домик. Там один домик есть, тень хороший, и там заночевали. Ну как заночевали? Там еще 4 часа поспали, вот до 10, сейчас уже 11. Ну что ж, прощай, Иланка. До следующего года.